Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем серию встреч ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с молодежью. Сегодня у нас в гостях известный общественно-политический деятель, депутат 6-го созыва Батал Тапагуа. Здравствуйте, Батал Иванович. Мы очень рады, что вы пришли к нам в студию пообщаться с молодежью, поделиться воспоминаниями о войне. Батал Иванович Тапагуа родился 29 октября 1962 года в селе Кутол Ачимчирского района, выпускник юридического факультета Красноярского государственного университета. С 1984 по 1986 годы служил в рядах советской армии. Батал Тапагуа – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Воевал в подразделении «Дельфин» на Восточном фронте, кавалер ордена Леона. С октября 1993 по сентябрь 1995 годы глава администрации Ачимчирского района. С 1995 по 2003 годы министр юстиции Абхазии. 2 срока подряд был председателем Центральной избирательной комиссии Абхазии, депутат 6-го созыва парламента. Батал Иванович, когда вас просят поделиться воспоминаниями о военном периоде, вот какие первые мысли у вас возникают? Может быть, какие-то эпизоды? Ну, дело в том, что не хочется кого-то пропустить, если про кого-то конкретно будут спрашивать, кто с нами воевал, и время-то немножко тяжелое было. Прошло немало времени, но все равно это все-таки достаточно, скажем, грустное и тяжелое время. И испытывать радости от этих рассказов с одной стороны нет, но с другой стороны, конечно, люди должны знать, особенно молодежь, потому что, по крайней мере, чтобы это не повторялось никогда, ну а если уж, не дай Бог, придется защищать Родину, что они понимали бы, что это дело святое. Ну, грустно, потому что погибли наши друзья, братья. У каждого нет такой семьи. Вот я вчера смотрел, позавчера очень много фильмов идет по поводу Великой Отечественной войны. И там такая песня есть, где говорится, что нет семьи, которая не затронула эта война в масштабах Советского Союза. А в масштабах маленькой Абхазии это вообще нет семьи, которая реально не потеряла кого-то. Ну, двоюродные кто-то. Я потерял двоюродных 2 братьев. Там. А есть люди, которые, вот мы знаем, потеряли там матери, которая потеряла 4 сыновей. Да. Это вообще очень это все грустно. И с тем, как течет время, через некоторое время, я-то думал, что это как-то будет по-другому восприниматься. Участие в войне людей и неучастие. И я думал, что это будет притупляться, но оказывается нет. Это становится еще более и значимо, и больнее, если начинаешь об этом вспоминать, говорить об этом. То есть победа со слезами на глазах? Ну, приблизительно, это так. Для такого маленького народа эти потери, конечно, очень тяжелые. В моральном, психологическом, материальном, экономическом. И самое главное, люди. Ведь вопрос не в экономике только, а в том, что этих людей нет на сегодняшний день. И у нас как-то есть такое абхазское выражение «ухахубавит». Это ты себя считаешь немножко человеком, который проживает жизнь за тех, которые погибли, сложили свою голову. Они не живут, сегодня их нет, они не прожили это. А мы как-то, мы-то существуем, живем, хорошо живем. А их нет, они ничего этого не увидели. Там вот были моменты, когда, скажем, рядом с нами убивали ребят, которые совсем молодые, которые, может быть, может, в Сухум приезжали. Я-то на восточной стороне, в Кутолах. Вначале мы здесь, нам пришлось бои принимать в Сухумах, а потом уже в моем родовом селе. И там рядом убивали мальчиков, которые вообще даже в Сухумах, может, пару раз всего были. Я уже не говорю, что они что-то видели
в этой жизни куда-то ездили. Восточный фронт. Более 13 месяцев Восточный фронт отражал агрессию противника, находясь в изоляции от основных вооруженных сил Абхазии. Недостаток вооружения, боеприпасов, нехватка медикаментов, нехватка продовольствия. Вот такой фон, при котором приходилось воевать. Каким образом вам удавалось, я хочу конкретизировать, что Восточный фронт формировался на основе партизанского движения. Да. Вот каким образом удавалось делать вылазки и все это время держаться, отражать, атаковать и отражать, держать оборону? Вы знаете, я как-то приезжал со своим одним знакомым, он военный офицер советский, и как-то он был у нас в селе, он увидел, я им показал, где мы сидели, как бы вот позиция нашей группы была, да. «Дельфин», и где находились как бы грузины, где они сидели. Значит, они сидели выше нас на высоте, метров 200, метров 800 от нас, они наверху, а мы внизу, в лощине. И он говорит, ну так нельзя, он военный специалист, он говорит, здесь нельзя сидеть, вы не должны были здесь сидеть. По законам военной науки да, это невозможно. Так и не делается, он же глупо, говорит, вы сидите внизу, они наверху, они вас все время бомбят. Говорит, вы должны были отойти вглубь села, значит, принять нормальные позиции, чтобы можно было грамотно обороняться. Так. Ну, а как ему можно было объяснить, что это был край села, начало села, и эта группа села там, как бы, чтобы никого не впустить в село. Значит, вот это. И вот эти, все, кто там погиб, все, кто там сражался, ну, все реально понимали, что, значит, нехорошее место там и так далее. Но если бы они отошли бы туда, там, значит, первый дом начинался, там торчевцы жили. И там женщина была, у которой, значит, 4 или 5 сыновей, они все воевали. Вот за этой позицией был их дом. Она пожилая женщина была, она ни один день из своего дома не ушла. При том, что это бомбили там, и так далее, и так далее. Но это немножко такой момент, который очень тяжело объяснить. То есть здесь вопрос не в том военном, как говорится, искусстве, а в том, что это нельзя было делать, потому что это как бы входили в твой дом. И так каждое практически село, которое, в принципе, может быть, не представляло из себя в военном плане, как бы нужно было по-другому вести. Или возьмите там село Лашкиндар, там очень маленькое село в Абхазии, я думаю, что одно из самых маленьких сел. Там практически все это село воевало. Они сидели на позиции прямо на трассе. Там столько погибло, столько домов сожгли, полсела сожгли, они не уходили. Вот, ну просто, вот говорят, там уцепились зубами, как говорится, и не уходили. И, конечно, ну, если посмотреть так теоретически количество людей, которые были на Восточном фронте, то количество как бы грузинских войск, которые вошли, и вот это такой анклав, который не сдавался, ну невозможно это объяснить, потому что ну ни сил, ни средств, ни возможностей. Как поступали к вам боеприпасы? Ну, с продовольствием, я так понимаю, все равно что-то еще было. В самом начале как бы боеприпасы практически были, ну, знаете, я не в самом начале формирования был на Восточном фронте. В самом начале он сформировался стихийно, но вот у нас были ребята, которые как бы держали грузинские автоматы. Какая-то часть населения на Восточном фронте, какая-то часть, и какие-то группы, которые были в гвардии, просочились туда, когда началась война. Значит, и потом работники милиции, вот Мираб Борисович Кишмари, как он возник, он в своем селе Меркула с ребятами, он ушел с милиции вместе со своими друзьями, работниками милиции и так далее, они начали первые там движения, в других селах начали движения, те, которые в гвардии были, какие-то автоматы имели, а потом все остальное, ну, тихо-тихо забирали у грузин. Как бы, ну, если они попадались в какие-то, я извиняюсь, делали засады, и после этого забирали оружие. Вот у нас в группе были там несколько автоматов, которые
были взяты у грузин, значит, они атаковали машину и с этой машины забрали автоматы. Это в Кутулах было. Там квартирская группа была, ребят приехала, там один погиб. Ну вот взяли вот таким образом добывать. У нас, значит, 2 июля, когда атаковали трассу, оказалось очень много тяжелой техники. Много танков у грузин забрали там и так далее. Но а что туда заливать, что с ними делать было? Как бы топлива-то не было, ничего-то не было. Ну, пытались, умудрялись там находить друг другу, помогать. Ну и потом сформировался фронт, руководство, которое помогало из одних групп в другие группы какую-то помощь. Но вообще... Потом воздушный коридор же образовался это тоже, уже да? чуть Это уже потом, позже. да? Это уже чуть позже, с большой земли, с Гудауты Да. уже, как бы, когда немного уже как бы сформировалась. Линия фронта была на Восточном фронте, по-моему, не менее 80 километров. Да, я вот смотрела. Вот. 80. Ну, И это же нужно как было бы, держать. Да, это надо всё, было эту линию держать. фронта. И, значит, ну, во-первых, ведь эта часть страны, она жила. Это нужно было кормить. Это нужно было, значит, ну, одевать не скажу, потому что там год длилась война, все-таки одежда. Но кормить-то надо было каждый день. Значит, люди умудрялись как бы вспахать свои земли, потому что мы не рассчитывали, на Восточном фронте никто не рассчитывал, что война может быстро закончиться. То есть там люди ждали, что это будет долго. Надолго. Да. И я вам хочу сказать, что население тихо-тихо втянулось в эту войну. И если в начале войны в группах, которые воевали, было там немного, по 10, 20, 15 человек, то к концу войны в эти группы стали большие, уже все население втянулось, потому что там, ну, дети, вот у нас там воевали, там самый молодой у нас там Иона был Сакай, ему 16 лет, как говорится, было. Эти дети тоже шли туда. Другой вопрос, что их не пускали, значит, чтобы они, ну, с риском же, со смерти, жизни и смерти не пускали, но вот во всех группах были, вот их малышами называли всегда, но это были дети 15, 16, 17 лет, ну и взрослые. То есть, ну так вот, если объяснить, подумать о том, на чем вообще держался этот Восточный фронт, видимо, держался только на одном, на духе, что это наша земля, и мы, как говорится, до самого последнего никому как бы не отдадим. В основном, я так Да. понимаю, вооружение было трофейное, да? Вот В основном было трофейное. Единственные боеприпасы, когда начали летать кукурузники, вот это тоже герои войны, вот эти наши летчики, я вообще считаю, что это вообще какие-то самураи, которые доставляли патроны там, и так далее. Но все это делилось. Я хорошо помню, значит, от нашей группы я ездил в штаб как бы брать патроны. Я там видел, как вот, ну, я извиняюсь, там каждый патрон считался. Гвардейцы же, они отличались жестокостью, да, они расстреливали мирные села, они с помощью Конечно. танков, с помощью артиллерии брали в заложники людей в качестве живой силы, щита использовали. Вот такой фонд, скажите, сложно было сохранять хладнокровие? Но я вам приведу такие примеры, как бы, вот, ну я знаю, вот, например, многие, которые были убиты, расстреляны, Да. и в первые дни, удивительно, но они могли не погибнуть. Ну вот я вам приведу такой пример, мне рассказали. В селе Лашкиндар, когда они зашли, я точно не знаю его имя, Ашба там был, его племянники, все воевали, много погибло, они, значит, потребовали от него, чтобы он встал на колени и сказал, что он живет в Грузии. Он, естественно, как бы любой другой бы, может быть, там, а он как бы сказал, что вы никогда здесь не будете хозяевами, и вы проиграете войну. В общем, он на них чуть ли не кинулся, они его расстреляли. Пожилого человека, там, ему, по-моему, за 70 было там, и так далее, под 80. Значит, в Адзубжах, что они вытворяли, как бы там, и так далее. Значит, многие в Тамыше исчезли люди, которые говорили, что нет. То есть люди знали, что его сейчас убьют, что его там и так далее. Но никто не признавал, что это не Абхазия, что это как бы грузинская земля. Фактически все страдали как бы вот из-за вот этого. Хотя, может быть, сегодня кто-то может подумать. То есть, получается, они бы пощадили, если бы... Да, они конечно. ответили Если как-то бы он сказал, так? да, ребята, как говорится, это Грузия, но у нас там руководители идиоты, а так, ради бога, вообще ему сказали, молодец, все такое, и отправили.
Я вам хочу сказать. То есть героизм проявляли не только воины, но и простые это, жители. конечно, конечно, это же дети этих людей, конечно, это взрослые люди. Вот, в Очамчирах в городе, ну, например, Казан, вот, Цацу, ее сожгли практически. Мы, понимаете, небольшой народ, и мы такую рекламу не делаем и не можем себе позволить орать на весь мир. Я представляю, сколько орали бы грузины, если это было бы у них. Это было бы от них. Как бы они сожгли ее перед вокзалом. Только за то, что она всегда там была за народный форум, как бы поддерживала и так далее. Это, ну, слушайте, когда они вот говорят, никакой Гаагский суд, как говорится, их не отмыл бы, если это все как бы принести. И я хочу сказать, вот молодые люди здесь сидят, и, наверное, кто-то будет слушать тоже. Все вот эти сказки по поводу там красивых разговоров, что вот там, значит, мы можем там дружить там и так далее и тому подобное. Я не против того, чтобы люди дружили, я не против того, чтобы как бы жизнь наладилась и с грузинами. Мы не считаем же грузинский народ каким-то таким, ну это представители. Но я точно для себя, по крайней мере, знаю, и я своим детям говорю, близким говорю, значит, веры в то, что эти люди осознают, что что это не их земля, а что это мы живем на своей земле, что это наша страна, и что мы заслуживаем как бы иметь право быть такими же независимыми, как и они, как бы веры, по крайней мере, у меня в них никогда не было. Это я человек, который участвовал во многих конференциях, я участвовал вместе с грузинами и так далее. Там все красиво, и обнимутся, и поцелуются, и за столом посидим, вопросов нет никаких. Но в душе, как говорится, они с этим, по крайней мере, мое поколение, и даже моложе моего поколения, они с этим не смирились. Тут же еще один аспект, они воевали в нарушении всех международных норм, вообще о чем можно говорить, да. Я вам хочу сказать, что, например, нам попадались в плен грузины там, и так далее. Кстати, наши люди вели достаточно милосердно. Я не могу сказать, что грузины не вели себя. Может быть, были случаи, где они вели себя как бы, ну, такой, скажем, не какой-то женевской, а такой есть такое, знаете, кавказская поведенческая культура. Где-то, как говорится, они вели, некоторые из них, не могу сказать. Но их приход сюда был пренебрежительный. Отношение, как, знаете, к абхазы для них, представляете, маленький народ, что там они вякают, как говорится, что они с ними. Это, знаете, когда пренебрежительный подход к кому-то, когда ты себя считаешь выше, могущественнее и так далее. Ну вот это пренебрежение, значит, к тому, что ты можешь, что вы сильнее меня, и вы можете как бы позволить себе по отношению ко мне что угодно, вот такой тон у них присутствовал. Вот. А когда как бы у них война была уже, соседи и русские вышли, у них сразу этот пыл, как говорится, иссяк. Как бы, вот такой. И я к чему хочу сказать, что нам, конечно, всегда надо быть настороже. Я, знаете, может быть, это некрасиво, что я молодым людям это говорю. Я был бы совершенно спокоен как бы, за нашу страну, если бы вот, стояла бы какая-то большая ракета с ядерным боезарядом в сторону Тбилиси, как говорится. Значит, и я бы знал, что если грузины дернутся как бы, в какой-то момент, то можно нажать на эту кнопку, как бы, и вот в таком случае, как бы, я, честно говоря, был бы, может быть, более спокоен. Да. Без гарантий, как говорится, с этими людьми иметь дела, я считаю, что, ну, я имею в виду крайне неосмотрительно. Да, нет. Если кто-то думает о том, что вот если бы грузины, предположим, победили бы, и кто-то из нас здесь жил бы, он просто, на мой взгляд, я извиняюсь за такое слово, идиот. Никого бы они здесь не оставили. По крайней мере, что касается абхазов. Я не знаю, ну, может быть, тех, которые как-то там очень серьезно нагнулись бы, там для приличия, может, оставили бы, а так никого бы здесь не оставили. И я вам хочу сказать, что нас, вот меня слушают молодые люди, как бы я хочу, чтобы вы знали, что с истечением времени как бы, многие вещи пытаются смазать и показать в таком вот русле, что
вся Абхазия тут воевала за... Я хочу вас огорчить. Нет. Вся Абхазия не воевала. При всем уважении ко всем другим национальностям и народам, они к нам отнеслись как к слабому звену, которое проиграет. Кто бы что там ни говорил. Были политические деятели в этих народах, благодаря которым, как говорится, потом многие начали воевать за нас. Это такие, как Тополян Альберт, благодаря которому был создан вот этот батальон армянский там и так далее, я вам хочу сказать. А так, я извиняюсь, никто. А на Восточном фронте это вообще катастрофа, как говорится. Там единицы, кто вообще как бы позволил себе воевать. Вот. Я же не говорю, как говорится, там некоторые пишут там бывшие жители Абхазии, сейчас живущие там в Греции, там где-то и так далее, там, что вот, мы там жили, наша родина. Никто из них, как к родине, в которой они родились, но это родина, значит, абхазов, никто так не отнесся. Всех был потребительский подход, как к Абхазии, так и к абхазам. Кто обычно ставит на слабую лошадь? Абхазия была слабое звено. Конечно, абхазы, не Абхазия, а абхазы. Абхазы. Были слабое звено, Да. и на это звено никто как бы не ставил. делал ставку. Но самое главное было другое, что абхазы верили в себя. Если ты не веришь в себя, конечно, ничего не будет. Только вера в себя позволила всем как бы вот встать. И именно вера. Вы знаете, сегодня, удивительно, по происшествии 30 лет, я вот помню такой момент, в начале войны мы продвигались на Восточный фронт, и мы попали в плен. Нас окружили в Гулиевском районе, нас привезли вот здесь на турбазе, где школа милиции сейчас. Так. И нас допрашивали, всех поставили в строй. А нас это кого? Сколько Эта человек? группа была такая, там была часть, у нас командиром был Зураб, сейчас я вспомню, я извиняюсь, уже с Вы про памятью группу «Дельфин»? Нет, «Дельфин» это была группа Это в другое. Кутолах, в которой я воевал. всё. А это первая группа, мы сперва, у нас были бои на Красном мосту, Да. после Красного моста мы пошли в Ачадару. И в Ачадаре мы сформировали там, группу, там была охрана в Лысогоче, я работал же в Верховном Совете, вот как кто друг друга знает. И мы двинулись на Восточный фронт через Эшеру. Нам дали задание пройти, помочь как бы этой группе. И мы попали в окружение как бы в районе Худора. Наши проводники – жители Гулиевского района. Я не хочу останавливаться на национальности. Они нас подвели, провели и сообщили грузинам, где мы, что мы, как мы, как говорится. И нас окружили там. Нас сдали практически. И в итоге потом нас привезли, вот эту всю группу привезли. Я что хотел сказать, ребята, нас привезли туда, там в этой группе были бедные, убили, там Адгур Хварцкий был с нами. Вот. Много ребят было, значит, Кварче, он в бою погиб с нами был, Члоуский, значит, парень, вот сзади меня его буквально убили. Раненый, я был ранен, многие, неважно. Нас привезли и допрашивал Каркарашвили. Нас вот выстроили. Я хочу о чем сказать? О духе, как бы. Да, вот выстроили в расскажите, две это шеренги. интересно. И первый канал ОРТ, кстати. Не грузинское телевидение, а первый канал ОРТ, российский канал. Значит, у них был Джафаров, такой оператор. Снимали этот допрос? Снимали, да, и Кандиашвили. И они снимали, значит, вот так в две шеренги мы стояли и спрашивали, как бы задавали два вопроса. Каждому. Так. Первый вопрос был такой: где вы живете? Значит, второй вопрос: входит ли Абхазия в состав Грузии? Вот из всех там стоящих ни один человек. А перед нами стоял Каркарашвили, вот такой своей позе, такого мудрого, там, такого военного, так сказать, значит, командующего. Значит, и ни один человек, кто стоял, понимали, говорит, не ответ. Все Это говорили, было в каком месяце? это в начале войны, август. Август. Это август, где-то в 20-х числах. И вот, значит, и ни один человек, все говорили, где же, и все отвечали, в республике Абхазия.
Второй вопрос, входит ли Абхазия в состав Грузии? Ни один человек, все говорили по постановлению Верховного Совета, по Конституции 25 года, что Абхазия не входит в состав Грузии. И вот он возмущенный, Каркарашвили рассказал, он говорит, вы негодяи, говорит, даже Ардзинба не говорит, что это суверенное государство. И нас еще отвели там сзади, кто стоял, отвели к стенке, хотели расстрелять, но поставили нас к стенке, вроде бы пытались расстрелять, но потом А в что значит последний пытались момент... расстрелять? Ну вот так поставили нас к стенке, Так. подошли автоматчики, значит, загнали в патрону, и, ну, честно говоря, мы-то думали, что нас будут расстреливать. В последний момент не стали стрелять. А что их остановило? Не могу сказать. Может быть, это снимало ОРТ, они хотели на весь мир показать, как абхазские группы попадают в плен там, и так далее. Я не могу сказать. Ну, слава богу, что, Да. конечно. Да, я не могу сказать. Но ощущение такое, когда вас, мы 100% думали, что нас расстреляют. Но в последний момент мы там сперва сказали повернуться лицом. Но мы стояли лицом, они загнали в патронники. Они это делали, видимо, что кто-то из нас скажет, не убивайте, мол, это Грузия, не Абхазия. Может, на это рассчитывали, не знаю. Ни один человек, как говорится, вообще, ну, даже слова А не сколько проявил. вас было человек? Нас в группе было 42 человека. Но, вот, Тех, кто попали в плен? да. Но в тот момент там было, ну, я думаю, человек 20, может, 30. Другие там в другом месте, как бы, и так далее. То есть... Как вы вышли оттуда? А мы оттуда не вышли, от гор Хварцкой бедной. Ну, мы же не видели, некоторых отвели, допрашивали в другом месте, значит, и так далее. От Гура в другом месте допрашивали. Он, наш парень, кто с нами был, говорят, его ударили, он ударил обратно, и солдат испугался, видимо, или что, не знаю, застрелили его, бедного. Вот он в охране в Лысогоче был, у входа в охране сидел. Такой здоровый парень, красавец. Вот. А оттуда нас отвезли в Драндру и потом обменивали на грузин. И обменяли. И все, кто там был, потом опять пошли, все воевали. Здравствуйте. Выпускница исторического факультета Абхазского государственного университета Джопо Саида. Батал Иванович, вы в самом начале своего рассказа говорили о том, что не принимали участие в формировании партизанского движения на Восточном фронте. Да. Хотелось бы спросить, с чего для вас начинается Восточный фронт и как вы оказались в группе «Дельфин»? Спасибо. Ну, дело в том, что после того, как нас обменяли, я сразу поехал туда, на Восточный фронт. То есть часть которых меняли, некоторые уходили в Гудоуту, а значит, когда нас обменивали, я попросился, значит, туда. И перевезли нас через реку Кудор, мы уже там адзюбженцы были, но мы были немножко в тяжелом состоянии физическом, ну, в плане все это. Значит, и уже адзюбженцы нам помогли добраться до, значит, Кутова, а там уже, когда я пришел в себя, ушел сразу в группу воевать «Дельфин». Ну, вначале как бы не было оружия, у меня мелкашка была там, мне подарили, ну, смешно, конечно, мелкашка, это как в тире. Ну, хоть что-то делаешь. Хоть что-то стреляли. А потом выходцы нашего села, значит, которые занимались в то время коммерцией, во главе с Аликом Кугони, они находились уже в Гудоутах, потом перебрались в Россию, собрали деньги, и они посадили, вот по поводу, вы говорили, оружия, вертолет пригнали прямо как бы с оружием, с боеприпасами, посадили прямо в Кутулах. Вот, это были первые такое, вот 15 автоматов, как сейчас помню, одна снайперская винтовка СВДшка, которую потом я держал ее, вот, с другом, вот, и 15 автоматов, пушка, боеприпасы, вот это, вот все это как бы было доставлено прямо как бы, значит, в Кутул. То есть, понимаете, вот было такое сплоченность определенная. Война съедает любые ресурсы денежные. И вот те ребята, кто тогда занимался коммерцией, их немного было, но все их деньги, практически все, что они имели, они положили как бы на то, чтобы купить благо. Тогда, значит, ситуация такая была, это развал Советского Союза, была возможность где-то там что-то скупить в каких-то военных частях. И вот это все они как бы смогли организовать. И это первые как бы
Вот когда вы сказали оружие, как бы, ну вот одно из этих. Еще многое через Северный Кавказ, как бы вертолетами, ну там и других сел тоже ребята, как бы они все перевозили и так далее. Ну, естественно, я вот в Дельфине все вот с этого момента находился там. Единственное, командир Джон Гоги в Кингах он воевал, мы вместе учились в Красноярске, когда он подорвался на мине. Вот, ну, я принимал участие, мы вывезли его в Гудауту, в Москву, как бы, и ну, какой-то период я отсутствовал, потом обратно вернулся. Но это уже были возможности, мы через на вертолете вывезли, а я прилетел уже на кукурузнике обратно. Ну, честно говоря, какие-то задачи у нас были связаны еще. Я же работал в Владисаковиче, и там какие-то, честно говоря, какие-то боеприпасы, оружие, что-то еще дополнительно, чтобы получить. Такая цель тоже была, я немножко там как бы задержался, получить, ну, что-то получил. Используя личные связи Да, для общей цели. Да, были использованы, да. Да. Меня зовут Кучахи Алексей, я ученик 2-й Сухумской школы. У меня вопрос, вот в первый день войны, где вы находились, как вы узнали, что пришла война? Первый день войны, когда я работал в Верховном Совете, заведующий сектором по работе с правоохранительными органами. Вот. Это где сейчас президент здания находится. Значит, и мы готовили документы с друзьями, документы на сессию. То есть подготавливали проекты, сессия должна была состояться. Есть наш друг Астамур Абба, он тоже вместе с нами там работал, как бы мы вместе работали. Нас 4 там ребят работало в Верховном Совете, 4 абхазцев. Значит, это Валера Пабба, Адамур Шармат, Астамур Абба. Ну, мы вчетвером как-то вместе ходили. Ну, и помощником был Ренат Карча, Бесик Барганджи тоже работал. Все, кто работал в Владисаковиче, все воевали. Все ушли оттуда. Вот. Астамур, он пошел, у нас, значит, напротив кабинета президента, напротив приемной, стояла рация. И напротив есть кабинет охраны президента. Эта рация стояла, ну, так вот, дверь открыта, и слышно было. Астамур пошел, ну, значит, проходил мимо и услышал по рации, что значит, передают из Ачамчиры, что грузинские танки проходят Гальский район. И он быстро прибежал ко мне и говорит, началась война. Ну, мы даже не обсуждали, я встал, мы вышли сразу, к нам присоединился Ренат в коридоре где-то. Он говорит, куда вы идете, куда вы идете? Вот, мы говорим, война началась. Он тоже не, мы спустились, там много служеб, машин стояла в Верховном Совете. Ну, мы тогда власть как бы у Верховного Совета была. Сели в машину, водителю сказали, езжай. У нас полк стоял в Ачадаре, гвардии. Вот. И мы приехали вот, в Национальную гвардию нашу, там зашли, показали удостоверение, а там уже, ну, уже, видимо, знали, скорее всего, и нам без вопросов выдали автоматы. Мы взяли автоматы, взяли какие-то вещи, мы же в белом были все одеты, там готовились к сессии, военная форма какая-то, но уже люди, когда мы уже выходили, уже много людей подъезжало, брали патроны там со склада, с этого, как бы мы взяли, и нам попался там мой одноклассник, есть такой Дамик Вицини, он на машине был, мы попросили, потому что мы служебно отпустили, чтобы он нас привез. И он по дороге нас повез сюда, в город. С Ачадары мы ехали по дороге, и когда, значит, остановились возле, сегодня, где находится Абни, возле этого здания, сняли свои вещи, ну вот эти белые, одели военную форму, там, которую мы взяли, положили эти вещи и поехали. Проезжая мимо Верховного Совета, мы все-таки это же здание, где мы работали, и Владисаковича как-то там оставили. Мы им заедем туда. Мы подъехали, мы поднялись, как раз мы забежали наверх уже с автоматами, со всеми. И был такой разговор, Владисакович не хотел уходить с кабинета, он был в таком, ну, эмоциональном, он говорил, что мерзавцы обманули, как говорится, видимо, у него какой-то разговор был до этого с Шеварнадзе, как потом выяснилось. Ну, говорят, да, был и он телефонный его, разговор. естественно, обманул. Вот, сказал, что ничего подобного. Что я сейчас выясню. Вот.
Да, и вот он там, и Сергей Миронович Шамба буквально его как бы за руку сказал: выходи, надо уезжать, нельзя здесь сидеть, как бы. И я помню, мы еще там в углу валялся его такой бронежилет белый, как сейчас помню, ну, такой тонкий, видимо, от пистолетов. Мы еще этот бронежилет охране кинули, они взяли, они выехали, а мы поехали на Красный мост. Когда мы приехали на Красный мост, там мало очень людей было, там группа какая-то, которая была в гвардии, там несколько человек было, возглавлял их всех Гивиков, он говорит, Чагрба, там с пистолетом стоял, все такое, ну и мы туда приехали, и уже как бы нас направили, встали мы. Это сейчас как бы перейти Красный мост смешно, тогда перейти как-то не просто было, считалось не просто, потому что он полностью обстреливался. Мы прошли туда. То есть вот первое сопротивление было оказано на Красном мосту? Нет, ну бои-то первые пошли как бы уже в Агудзерах. Как бы, в Агудзерах, к сожалению, его уже нет живых. Но у меня сосед свинария такой, мальчик там служил в армии, они уже там отстреливались с ними, были там уже были бои. Но в основном вот здесь. И уже через некоторое время через Белый мост пошли танки. Первый танк, я не знаю точно, но насколько я знаю, говорили, что Бесика, Джелия группа, они как-то зашли сверху, обстреляли, но этот танкист, по-моему, больше испугался, чем это, там задымело, и он там остановился, мы все как бы это видели. И Вианора Ашба вместе там с кем-то, они пошли к этому танку. Кстати, первого пленного задержали, он так очень был одет, похож на немцев, когда они входили. Да, вот такая форма у него американская, такой весь грузин первый. А вот мы его увидели там на Красном мосту. Потом этот танк перегнали наши сюда. Вот, насколько я понял, потом, как объясняли, у него сзади стоят походные такие, значит, посуды, которые для походов много солярки. И вот это загорелось. И там дым шел, и эти танкисты испугались, что у них загорелся там, сбежали. Вот, кого-то задержали наши, взяли в плен. И потом Вианор Ашбе этот танк перегнал сюда, на нашу сторону, развернул ее и поставил туда. Вот это как бы вот. А мы вот на Красный. И потом уже вот дня 2-3 это противостояние шло. Все время шли переговоры как бы между ними и нами. Насколько я знаю, речь шла о том, что они будут выходить из города, и мы будем выходить, чтобы люди не пострадали. Ну, мы вышли потом в Ачадару туда на 3-е сутки, когда нас туда отвели, как бы, а они зашли. Меня зовут Горбачева Валерия, я ученица 2-й Сухумской средней школы. Мой вопрос: за время боевых действий был ли у вас боевой товарищ, который вам по-особенному запомнился? Что значит боевые товарищи? Там все, кто были наши боевые товарищи. Вы поймите правильно, что это мое село, где я вырос, где я родился. И там все, кто были, это как бы не просто товарищи. Был, конечно, там мой ближайший друг, который погиб, к сожалению, это Тенгиз Чагава. Мы с ним в Красноярске вместе учились. Мы вот, со школьной, с детства, с самого мы вместе были, как бы. А все остальные тоже это мои соседи, как бы, с которыми я вырос. Ну, у нас, как вам сказать, это вы, видимо, немножко сравниваете с Великой Отечественной войной, когда люди с разных регионов Советского Союза попадали там и так далее. Здесь было немножко по-другому. Здесь были соседи, братья, родственники рядом, которые вместе воюют. Иногда даже это гораздо сложнее, честно говоря, чем воевать с этими. Да, вот Тенгиз, бедный, он, мы вместе были и студенческие годы, и вместе прошли, вместе были. Но, к сожалению, он погиб в начале его брат, через 3 дня погиб он. Шакая Светлана, ученица 2-й средней школы. У меня вопрос: в каких условиях вы получили орден Леона? И было ли это во время войны или после? Нет, во-первых, честно говоря, по поводу ордена, я немножко к орденам отношусь, знаете, со скептицизмом. Я не считаю, что, как говорится, я что-то такое совершил, чтобы как бы получить орден Леона. Я не думаю, что я как бы, это моя точка зрения. У тех, которые награждали, другая точка зрения.
Но, скорее всего, это за такой, может быть, момент связано с тем, что мы вот 2 июля, как бы, когда заняли центральную трассу, у нас была такая тяжелая ситуация, потому что в конце дня много было погибших, раненых, и нас там человек 15 оставалось, часть группы, а часть группы ушла как бы на берег, и, честно говоря, это был такой момент, когда наша группа «Дельфин» осталась одна на трассе, которая идет из Сухума в Грузию. То есть и у нас не было ни боеприпасов, ничего. Это в районе Тамыша было. И, значит, ну, может быть, поэтому там как-то меня попросили, меня все-таки немножко больше знали, там молодые все были. И мы поехали, я поехал, значит, в центр Кутола, где в штаб, договорился с кварчельцами, это группа Нодара, группа Скорпион. Они утром, нам удалось их тоже подтянуть, и мы фактически сохранили, скажем так, продержали там. Ну а потом тихо-тихо и танки пришли и так далее, которые были трофейные, и мы уже держали там почти неделю трассу. И много там уничтожили и боевой техники грузинской, и, скажем так, и живой силы. То есть мы держались очень там хорошо, укрепились. Надо дать должное многим, которые там подготовили плацдарм. Мы пока там сидели, не просто сидели на дороге, а подготовили плацдарм там очень серьезно. И поэтому, ну, как бы наши позиции там были. Но когда атака пошла 9 июля, они прорвались со стороны обезьянопитомника, это со стороны Грузии. И фактически наша вся группа стояла под Ануарху, мы должны были атаковать Ануарху в тот день. И мы с позиции с этих ушли, ждали здесь, а они прорвались с той стороны. Ну и так оказалось, что мы уже не смогли, как бы позиции были потеряны, они могли войти в села. Там самое такое опасное было, знаете, что если они могли прорваться в села и сжечь, значит, людей, ну, дома там и так далее. А это для нас жизненно необходимо, потому что без питания, без этого как бы продержаться никто не сможет. И эти села практически подпитывали нас питанием, держали и так далее. Назвать это партизанщиной, ну, как-то невозможно, потому что была четкая линия фронта. Но вначале это было... Да. Конечно, в начале, да, первые дни, но потом сразу сформировалась, да, вот эта линия фронта, и их уже как бы жестко держали. Да. То есть тот период, который Восточный я говорю, фронт да. постепенно формировался, да, получается? Да, конечно. Не сразу. Но он четко как бы сформировался, да. Вот, ну, я думаю, что к сентябрю он уже четкие очертания имел. Да, к сентябрю уже четкие очертания. Да. Четкие очертания имел, потому что ряд вылазок грузин, вот, они тоже боялись заходить в село, потому что в село, если ты входишь, там нужно было держать армию, и им было тяжело. Они как только вошли, и когда получили отпор, уничтожили несколько танков, потеряли, значит, людей, технику, оружие, они поняли, входить опасно. Да. Вот. И какая коммуникация у вас была между партизанскими это отрядами? внутри, я вам сейчас скажу, линия фронта проходила, начиная с Беслах, вот передовые такие вот села, которые там Пакваш, Беслах, вот с района Пакваша у нас, ну, Паквеш, Баслаху они прикрывали, Меркула, там дальше Моква, там вместе Чуловцы, Моквинцы, они держали линию. Дальше, значит, Лашкиндар, вот это вот село, потом, значит, район Тамыша, уже Кутол, шли тамышцы, значит, к сожалению, они оказались прямо на трассе, и они часть села Ануарху вот эту держали, а эту сожгли вначале. Я имею в виду коммуникация между вами. Как это внутри проходила? мы общались, внутри как, уже. каким образом? Ну, а это если средств связи не было? Ну, по рации. Ага, рация все-таки была уже. Рации были, конечно. Рации уже, я вот, если вы мне скажете, откуда появились, не могу сказать, но рации были уже. Часть раций, видимо, ихние были, как бы, а часть рации. Ну, когда покупали, что-то привозили, оружие и так далее привезли, и рации привезли. Понятно. Вот, а потом уже с большой земли доставляли со временем.
Вот, а потом... Ну, просто это фантастически, как вот Да, люди умудрились, потом, знаете, сразу в научились в первые дни войны вот выстроить Да, систему в Кварчалах у обороны. некоторых дома свет был. Знаете, как они делали? Они ставили какие-то оборудования, там, значит, самотеком вода идет, и там до 12 вольт света не могли сделать. Умудрились это сделать, и потом начали подзаряжать батареи. Ну, к этим рациям же нужно было подзаряжать. Потом была значит, небольшая, как бы, видимо, возможность найти топливо. Все-таки предприятия, организации были. Это солярка. Это... Я вам хочу сказать, что Кварчальская вот, электростанция, которая там была, вытащили оттуда масло, вот, которым, за счет чего это было. И фактически Какое-то на время этом масле продержались, ездили да? КАМАЗы, большегрузные машины. Да, вместо топлива. То есть смогли вот все это Найти сообразить. выход, Да. да. Со временем начали принимать присягу под абхазским флагом. Вот, есть фотографии и так далее. Значит, прямо там принимали присягу. Значит, где, кстати, в Кутолах стоит памятник ветеранам Великой Отечественной войны, там стоял прямо там. Вот, значит, есть фотографии. И потом уже шли в бой на позиции. И вот на этом флаге как бы стоят подписи многих ребят, кто воевал. Их уже нет в живых, погибли. Вот. Но этот флаг хранится в музее. Ахра Гуланзе, у нас он молодой такой был, значит, самый такой активный был он все время. Если у нас боев нет, он мог пойти в другую группу, там, как говорится, принимать участие. И вот этот флаг он хранил, у меня был, я ему отдал, он отдал в музей, на сегодняшний день находится. Батал Иванович, вот иногда слышу такое умозаключение. Вот чего вы носитесь с этой войной, с победой, надо думать о будущем, выстраивать мир, строить мирную жизнь. Нам нужны победы уже в мирной жизни. То есть нельзя жить прошлым. Как вы к этому тезису подходите? Слушайте, никто не живет прошлым. Никто, значит, особо не говорит. Но поймите правильно, на мой взгляд, у нас даже в парламенте было такое, может быть, резкое выражение. Понимаете, если бы не эта победа, Владислав Гочевич говорил, что мы не победили грузин, мы смогли защититься от них. Если бы не вот эта победа или защита, как хотите назовите, но поверьте мне, как бы, что вот в зале вот здесь кто сидит, ну, может, вы здесь в Абхазии не жили бы, может, вас, вот я имею в виду молодых, вообще уже не было бы никого. Потому что, значит, мы должны понять одну вещь, что если бы даже кто-то здесь сохранился бы, сейчас мыл бы унитазы где-нибудь в Польше или где-нибудь в Турции. Понимаете? А не имел бы ту свободу, которую имеет сейчас. Это, вы знаете, я думал, что со временем я буду более благосклонно относиться и забуду, и не буду очень смотреть на тех людей, которые как бы должны были воевать и не воевали. Так. Но у меня, к великому сожалению, происходит обратный процесс, как бы, когда я вот начинаю раздумывать, почему они не защищали Родину, почему они там не были и так далее, я становлюсь, может быть, вместо того, чтобы быть более лояльным, более ожесточенным. Потому что те, которые погибли, они что, не заслуживали, они что, меньше меня заслуживали, я извиняюсь, там, нормальной жизни, или меньше кого-то из тех, которые как бы спрятались и нормально живут. Это же как бы такой вопрос, они же не просто положили свою жизнь. И я понимаю, что оценка и то, что происходит, вот к вашему вопросу, мы это забывать не должны. Конечно, мы не должны сделать ее таким флагом и жить прошлым, и жить только этим. Нет. Но мы должны понимать, что все, что мы имеем на сегодняшний день, мы имеем благодаря вот этому. Я не могу, как этот человек, который прошел войну, там, кричать, что вот это святые люди, и только они должны быть, а все остальные на втором месте. Но когда кто-то делает такие замечания, он должен немножко сперва подумать, как бы, кто эти люди. Другой вопрос, что я не скрываю, что многие как бы спекулируют на этом, что они там как бы там воевали, это не нужно, это делать, это неправильно.
И никто ни за кого не воевал. Он воевал за свою родину, за свою свой семью, дом. за свой народ, как бы и так далее. Ему никто ничего не обязан. Но ценить и уважать, как бы, это должны. И потом, понимаете, прошло 30 лет, многие уже в возрасте. Это много или мало? Это очень много. Некоторые начинают сравнивать, вот, мол, типа, Советский Союз через 30 лет какой был, какой стал, там, и Да. так далее. Послушайте сюда. В Советском Союзе, при всем уважении ко многим, паспорта в деревнях начали выдавать в 70-м году. Люди не безвыездно жили, как говорится, в деревнях, как говорится, работали, не имели права. Это была тоталитарная система. В Абхазии никто никому не запрещает поехать куда-то, приехать или так далее. Это совершенно несовместимые вещи. И возможности экономические у нас совершенно несовместимые. И я вам хочу сказать, что уже многие забыли, что мы вообще были в блокаде с 95-го года по 2000. Пусть мне назовут страну, которая в блокаде. Я когда куда-то езжу, как бы, и смотрю, я сравниваю. Я был в странах, которые там 500 лет не воевали. 300 лет у них не было никакой войны. И то у них есть куча проблем, как говорится, и так далее. А нас просто измолотили, как бы, по большому счету. Не говоря о том, что там и наши деды, и наши дяди, тети воевали в Великой Отечественной войне. То есть это вот постоянно такое идет. Вот у меня такой вопрос. Если на одну чашу весов мы положим все наши достижения, да, послевоенные, Да. а на другую чашу весов все проблемы, неудачи, провалы, что перевесит, на ваш взгляд? Ну, да, слушайте, несовместимые вещи. Люди просто... Все познается в сравнении. Все познается в сравнении. Самая главная задача это что? Чтобы люди, которые живут, наши сограждане, жили в первую очередь свободно, чтобы они имели пищу, чтобы они имели кров, чтобы они могли учиться, чтобы они могли передвигаться. Эти все базовые, как бы, вещи, они есть. Другой вопрос, что что-то у вас больше, что-то у кого-то меньше. Другой вопрос, ну, вы красивее меня, что теперь я должен обижаться, что за это? Ну, вам что-то удается лучше, мне меньше удается. Но это не, ну, я же не голодный, как говорится, понимаете, и так далее. Ну, кто-то, может быть, я извиняюсь, ну, простите меня, вот здесь дети все, они же все по-разному учатся, правильно? Ну, кто-то отличник, кто-то медалист, а кто-то, ну, я извиняюсь, так. Не потому, что он тупой, а потому, что меньше ленится. Меньше на этом так. Ну, что теперь? За то, что он отличник, ему дают 5 ставят. Молодец. И далее. И в жизни то же самое. Ну, кто-то меньше хочет работать и так далее, кто-то больше работает. У кого-то способности другие. Ну, жизнь такая. Но есть какие-то минимальные потребности, которые есть. Вот, например, мы жалуемся там, требуем там, то, ну, Абхазия маленькая, красивейшая страна в мире. Ну, поверьте мне, вы вырастете, я вот с вами, вы поедете, посмотрите мир, и вы поймете, что вот, ну, я, можно сказать, 80% Европы объездил, как говорится, ну, нету красивее. И нет где такие возможности, чтобы у тебя текли реки, в которые ты можешь взять стакан, взять воду, выпить, чтобы у тебя был и снег, чтобы у тебя было и море, чтобы у тебя было, говорится, и так далее. Понятно, что ты к этому относишься. У абхазов есть же такое выражение, она хаящица залапках будет. Он тот, который привык к святилищу, он в нее кукурузную эту самую запускал. То есть, обычно люди, к великому сожалению, многие ведь ценить начинают, когда теряют. Вот. Ну, слава богу, как бы здесь ничего не потеряно. Да, завтра может... Я абсолютно уверен, что каждый день это лучше, 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 лучше и так далее. Потому что я когда спросила 30 лет, это много или мало, я имела в виду для того, чтобы построить эффективное Нет, государство. я считаю, что это немного, объясню почему. Ага. Ну а кто вокруг нас находится, это в 2008 году нас Россия признала. Русский народ к нам прекрасно всегда относился. Ну, вопросы Кто нам помогал безопасности в были чем-то, чтобы решены. восстановить. Я понимаю, что нам никто и не должен помогать. Почему кто-то должен помогать? Мы сами должны. Ну, слушайте, у нас осталось колоссальнейшее количество имущества советского. Ну, поверьте, как бы это очень много, то, что у нас есть. Это надо поддерживать. У нас население, как бы на сегодняшний день, слава богу, ну, многие, знаете, говорят, что вот у нас маленькое, ничего у нас не маленькое население, у нас нормальное население. У нас же не стоит задача здесь как бы создать такие условия, чтобы здесь было огромное количество, оно не нужно.
Наша задача, чтобы наши люди жили хорошо. А чтобы они жили хорошо, надо нам исходить из этого. И мы должны жить, исходя из наших возможностей. Но мы, как всегда, хотим жить лучше и больше, чем то, что мы зарабатываем. Ну, в этом тоже ничего плохого нет. Надо стремиться к лучшему. Но 30 лет кто-то может сказать много, мало. Ну, слушайте, я не считаю это и не много, и не мало. Это есть то, что есть. И думаю, что некоторые немножко забыли, как бы там, надо вспоминать прошлое. Как бы. У нас были моменты, когда там нам нужен был хлеб, сахар, только достать, это уже была удача. У нас не может быть плохо. Я совершенно уверен в том, что самое главное, наше население будет гораздо лучше жить при всем уважении ко всем, кто нас окружает. Потому что у нас такие климатические условия. Не потому, что мы самые лучшие или самые... Нет. Наши климатические условия, место, где мы проживаем, позволяет нам, очень гармонично, на мой взгляд, развиваться. Тем более сейчас в связи с геополитическими изменениями Абхазия в тренде. Батал Иванович, хочу, чтобы вы какие-то напутственные слова, чтобы вы мне пожелали. Я всегда, вот иногда еду, если я один, там всегда школьников люблю подбирать по дороге. Я первое, что спрашиваю, как ты учишься? И я думаю, что будущее нашей страны только в одном. Это в том, чтобы наше население было образовано. Поверьте, вот насколько, если наше население 100% будет высоко образованным, высоко начитанными, понимание мира, понимание всего, что происходит вокруг, позволит как бы нам продвигаться и жить нашему населению хорошо. Только образование, только учеба, вот это первое. Вот вы можете там в чем-то себе отказать, в чем угодно, но вы должны понимать, что только образование, только учеба даст возможность вам хорошо жить, комфортно жить и так далее. Поймите правильно, комфортно, хорошо жить – это не только материальное, что ты будешь одет, обут, дом, еда. Нет, это не может быть, если ты не имеешь внутреннего богатого мира. А внутренний богатый мир может сложиться только, если ты познаешь мир, если ты учишься, если ты читаешь, если ты много знаешь. Только тогда ты относишься к миру совершенно по-другому. Я бы, пожалуй, только это. Я думаю, что вот все силы наши нужно максимально направить на образование. Это самое главное. Я считаю, что для нас это была великая война и великая победа. Кто-то может воспринимать как угодно, но я, в первую очередь, кланяюсь перед всеми, кто сложил свою голову за эту войну, за тех людей, которые несли как бы, я хочу не потому, что он был когда-то моим руководителем, не потому, что он был главнокомандующим, а просто как к человеку, как бы, который вот это бремя перенес там во главе с Исаак Гочем, Царство Небесное. Вот, и всех тех людей, которые несли вместе с ним рядом вот эту ношу. Потому что руководить, как бы, это всегда проблема, это всегда тяжело. И люди, которые это не делали, они никогда это и не поймут, и не оценят. И поэтому ответственность за людей, как бы, это то, что эти люди пронесли. Я желаю, как бы, чтобы были здоровы те, которые эту войну прошли, чтобы они были счастливы, чтобы они наконец-то через некоторое время, когда все это прошло, они сказали, что они полностью удовлетворены тем, что они сделали. Я, правда, не знаю никого из моего окружения, чтобы кто-то сказал там подвергли зачем. сомнению, нет, да? Нет, я таких не знаю. Не таких. Если даже кто-то, поверьте мне, так говорит, это он так может, в моменте. В сердцах. В сердцах там что-то у него не получилось, а так это нет. Я уверен, вот те даже, которые в сердцах что-то скажут, упаси Боже, завтра, если что-то надо будет, они первыми пойдут защищать свою родину. И чтобы, конечно, я желаю, чтобы вот у вас никогда не было войны, чтобы вы не знали, что это такое, чтобы те, которые воевали с нами, осознали когда-нибудь, и они сказали, что мы также достойны, и, возможно, не меньше, чем они, еще больше
независимости, свободы, и чтобы весь мир как бы признал нашу страну. Это даже немножко больше в моральном плане, как бы. А так, знаете, самое главное, даже когда мы не были признаны, мы-то себя считаем свободными. От того, что кто-то нас признает, не признает, ну, это вопрос такой, знаете, риторический. Это Для да. нас самое главное, как бы, это самое важное. Это нужно было, конечно, чтобы нас признала Россия, потому что это наши соседи, одна из могущественных стран, от которого мы в какой-то степени очень серьезно зависим. И мы это осознаем, и это произошло. А все остальное это уже, ну, будет признает нас Грузия, там, Турция и так далее. Ну, хорошо, поверьте, не признает, ничего страшного. Кстати, многие не знают, что за признанием всем миром всегда возникают очень серьезные обязательства. Ответственность Да, другая. это да. очень серьезное обязательство. И не всегда, иногда, как в том анекдоте, есть смысл чирикать. Ну вот, так что, может быть, даже те условия, которые у нас есть, они дают нам возможность как бы развиваться и еще двигаться лучше, вперед. да, чем что-либо другое. А вам спасибо большое за Батал то, Иванович, что вы проводите передачу. огромное спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию и поделились воспоминаниями очень ценными. И мне было интересно, я думаю, ребятам тоже было интересно. Ребята, спасибо вам за участие. Будем прощаться. Всего вам доброго.